Мы в усадьбе Толбабая, и сейчас мы с вами с ним встретимся, и он расскажет все свои секреты. Пойдемте. Толбабай, вам приходит много писем. Кто же вам пишет? Взрослые, дети? Расскажите. Писем на самом деле очень много. Ну, самое большое количество писем, конечно же, от ребятишек. Они просят подарки, желают и мне, и своим родителям всего самого доброго. Ну, а география писем, она очень обширная. Это не только Шарканский район, мой любимый, не только Удмуртия, и даже из-за пределов России, и из Белоруссии. И как-то вот недавно, помню, даже из Венесуэлы письмо одно пришло, к чему был очень рад. Даже там есть наши друзья. Я и сам стараюсь читать и отвечать на письма, но, конечно, их писем столько много, что за всем мне не успеть, поэтому мне мои помощники помогают. Тоже ваши помощники? О, помощников у меня целая усадьба. Это Инюла Смурт, Важойка, Абыда, Сандырагай, Лымыныл. Все они мне помогают. Помимо писем, ой, ну, вот вы приехали, видели мою усадьбу, правда. Она очень большая, очень красивая. За ней нужен пригляд. Тут есть и зверушки, тут и речка, тут и домики, и много всего. Вот за этим нужен пригляд. С каждым нужно поговорить, кое-кого нужно приобнять, чтобы, ну, холодно же на улице. А тут поддержать нужно перед Новым годом. И они тогда на Новый год даже волки покусить не будут. У вас такая замечательная ель. Расскажите о ней. Ой, красавица наша, каждый год вырастает и радует наших ребятишек. Эта елочка волшебная. Если вот вокруг нее 7 раз пройти, то желание загаданное, оно обязательно исполнится. Глядите, сколько на ней огоньков. А каждый огонек – это детское заветное новогоднее желание. Чуть не подскользнулась. Легкая пробежка, но желание должно сбыться. Толбабай, вы столько лет уже радуете детей. Так сколько же вам лет? Очень много. Живу давно на белом свете. Ну, это, кстати, очень часто задаваемый вопрос. Сколько лет Толбабаю? А вот вы откуда знаете, сколько вам лет? Ну, я знаю дату своего рождения. Потому что мама сказала, правда? Мама сказала. Вот мама с папой сказали. А мои-то предки, они ушли давным-давно. И мне никто не сказал. Поэтому и точную дату я сказать не могу. Но точно знаю, что очень много. Вы рассказывали, что много чем занимаетесь. Вот снег пошел. Это тоже ваших рук дело? Конечно. Ведь сегодня в гости к нам приедут наши ребятишки. А белый пушистый снежок, он же радует глаз. Я решил сегодня ребятишек чуть-чуть порадовать. Ну и приукрасить свою сказочную усадьбу. У русского Деда Мороза у него красный костюм, у вас фиолетовый. Фиолетовый цвет, скажу по секрету, это мой любимый цвет. Но не только поэтому, потому что именно фиолетовый цвет научились делать здесь, на Шарканской земле, на моей родине. Поэтому и костюм мой фиолетовый. Да, он отличается от костюма российского Деда Мороза, который каждый год у меня здесь бывает. И он говорил мне, что ему фиолетовый цвет тоже очень нравится. Очень красивый костюм. Шьют мои помощницы. Ох, и большие мастерицы. Первый раз. Это мой праздничный костюм, кстати. Он у меня не один. У меня их очень много. У меня есть и летний, и спортивный, и каких только нет. Дечь бурещешьесы, дечь бурещмусосы. Здравствуйте, мои друзья. Счастлив всех вас видеть я. Именно здесь, на этой сцене, я встречаю моих любимых гостей. Вот так Толбабай встречает всех своих гостей. А давайте узнаем, чем же он еще занимается. Ну вот, друзья, вот это моя сказочная усадьба, где живут мои сказочные друзья и мои сказочные помощники.
Ну и, конечно, сказочная тропа. С этого все начинается. Вот здесь вас встретит умная сова, которая ответит на самые сложные вопросы. Ну и я думаю, и вы не подкачайте меня. Дальше вас встретит Нюлесмурт, лошадки в конном дворе. Ну и, конечно же, наша шарканская белочка порадует вас и покатает со своей горки. Ну а заканчивается тропа сказок в Обыде Кар. Обыда – это удмуртская баба-яга, вредничает иногда. Но так-то она добренькая, и с ней всегда можно договориться. Вы уже, друзья, видели, что у меня усадьба очень большая, поэтому на обычных лыжах не поспеваю. Поэтому в этих сказочных делах моих помогает вот такая интересная техника. Я бы сказал, быстрые лыжи. Вот так. Как загадать желание так, чтобы оно сбылось? Чтобы желание исполнилось, нужно взяться двумя руками за посох, закрыть глазки, ну и загадать свое желание. Загадал. Да, вот, главное, это желание никому не говорить, ну, кроме меня, мне можно. У меня очень хороший, добрый посох, когда-то он был прямой, кстати. Да, но от количества желаний и времени, сколько этот посох со мной ходит, вот, в такой посох он превратился. А почему здесь лось? Думаете вы? Я знал, я слышу ваш вопрос в голове. Лось, потому что Удмуртия считается регионом с наибольшим количеством лосей. С наступающим Новым годом хочу поздравить читателей информационного агентства «Удмуртия». Друзья, я уверен, что ваши новогодние желания обязательно исполнятся. И под вашей новогодней елочкой в самую волшебную сказочную ночь окажется тот самый подарок, о котором вы мечтали целый год. С наступающим Новым годом!